Здравствуйте, ребята! Начнем наш урок биологии. Тема сегодняшнего урока – многообразие и происхождение культурных растений. Сегодня на уроке познакомимся с многообразием культурных растений, изучим историю их происхождения, узнаем о центрах происхождения культурных растений, также познакомимся с работами Ивана Владимировича Мичурина. В новом каменном веке, неолите, за 6-5 тысяч лет до наших дней, люди уже начинают разводить домашних животных, изготовлять керамические изделия, заниматься примитивным земледелием. Растения, возделываемые около жилищ для пропитания, освобождают человека и прежде всего женщину от трудностей поиска плодов, клубней и корневищ. Труд человека заставляет природу давать обильный урожай разводимых растений, что вместе с разводимыми животными обеспечивало жизнь человека. Расселяясь по разным территориям, человек встречал все новые и новые полезные для него растения. Он знал, как можно выращивать эти растения около своих незатейливых жилищ. Почти на каждом континенте у наших предков слагались и формировались не только разные языки и обычаи, не только различный уклад жизни, но и вовлекались в использование новые и новые виды растений. Так, раскопки свайных построек в Швейцарии, относящихся еще к неолиту, новому каменному веку, свидетельствуют о высоком развитии растениеводческих и хозяйственных навыков у человека, который в то время уже умел возделывать пшеницу, ячмень, чечевицу, лен, смалывать хлебные зерна, грубую муку каменными зернотерками, изготовлять грубые ткани при помощи простейших приспособлений. 5000 лет назад китайский ученый Йен Ти сделал попытку изучить и точно распознавать виды полезных растений. Позже эти наблюдения и замечания были систематизированы и изложены в рукописях Шу Кинга, описавшего различные свойства и способы культуры пшеницы, ячменя, риса, сорга, гороха, проса, бобов, хлопчатника, сои. Растения все больше и больше входили в жизнь человека. Пожалуй, еще больших успехов достигли в познании и использовании растений народы Древней Индии. Они уже разводили сахарный тростник, рис, хлопчатник, употребляли чайный лист, знали много целебных и ядовитых растений. В Древнем Египте 6-5 тысяч лет назад возделывали ячмень, чечевицу, горох, бобы, мак, клещевину, виноград, лен, причем льняные ткани Древнего Египта считались лучшими в течение ряда веков. В Древнем Египте было развито и садово-декоративное искусство. На сохранившихся древних фресках можно видеть гибкие лозы винограда, коренастые смоковницы, высокие пальмы дум из африканских саванн и низкие шпалеры граната. В Древнем Иране и Древней Мидии культура растений и садово-декоративное искусство были также в почете. Около домов разводились плодовые сады, а по горным склонам близ селений разбивали общественные райские сады или парадизы. Еще больше знаний о различных полезных растениях и об их использовании было в Древней Греции и Древнем Риме. В работах Феофраста приводятся растения Персидского залива, острова Тилоса и других отдаленных от Греции мест – бамбуки, рис, черный перец, кардамон, хлебное дерево, индийский олеандр, банан, манго, нут, кунжут, тамаринт, ююба или зизифус и другие. В связи с тем, что в Древней Греции не было больших площадей для посева зерновых культур, пшеница, ячмень, там особенно развивались садоводство, огородничество, плодоводство и виноградарство. Сады с грушами, яблонями, маслинами, гранатами, сливами были повсюду. Античный Рим оставил нам великолепный памятник о том, каких успехов достигли римляне в отношении культивируемых растений. Естественную историю древнеримского писателя и ученого Плиния Старшего, годы жизни 23-79 года до нашей эры, в
книгах с 12 по 32, содержащих сведения о растениях, Плиний рассказывает, как следует ухаживать за деревьями, как и какие лекарственные растения применять при лечении, как проводить травосеяние, какое значение имеют бобовые растения для повышения урожайности, например, посев люпина на зеленое удобрение. Какие применять искусственные и естественные удобрения – кровь, золу, известь, навоз. Как часто, когда и как глубоко проводить вспашки при различных культурах, как бороться с сорняками, болезнями и вредителями растений и так далее. Виноградарство и виноделие были широко распространены в Древнем Риме, поэтому уже в то время было выведено и выращивалось большое количество сортов винограда. Римляне широко применяли прививку растений и, как излагают Варрон и Вергилий, хорошо умели прививать глазком, окулировка, или в расщеп. Это приемы, которые применяют садоводы и в наше время. А что же происходило на американских материках? Как там человек связывал свою жизнь с растительным миром и использовал полезные растения? Условия жизни для первобытных племен – толтеки, ацтеки, майя, инки – на обширных американских просторах были совсем другие, чем на территориях Китая, Индии, Абиссинии, Египта, Греции и Рима. В прериях с их плодородными землями у ацтеков хорошо развивалось земледелие. На первом месте всегда стояла культура кукурузы. Это самая древняя сельскохозяйственная культура Америки. Кукуруза – это растение, созданное человеком в процессе длительной культуры в североамериканских прериях и в Мексике. Это творение племени ацтеков и майн. Для изготовления корзин, мешков и сандалий древние племена Америки использовали волокна индейской конопли или апоцинума. Потом для одежды стали использовать хлопок. В 30-х годах XIX века в России, в слободе Алексеевка, Воронежской губернии, крепостной крестьянин начал культивировать на своем огороде подсолнечник и обрабатывать его семена на ручной маслобойке, получая при этом превосходное пищевое масло. И с тех пор по почину русского крестьянина подсолнечник стал ценнейшим масличным растением. Вероятно, в то же приблизительное время ацтеки обратили внимание и на земляную грушу или топинамбур, введя его в культуру как овощ за его подземные клубни, богатые питательными веществами. Древним жителям Чили и Перу были уже известны и плоды томата. На языке племени Наутль они назывались томатль. Причем у древних перуанских племен, вероятно, были распространены растения с золотисто-желтыми или бледно-желтыми плодами. Известно, что томаты в XVI веке были вывезены испанцами в Европу. Французы называли их поммидор – золотое яблоко. Итальянцы – помодоро – золотое яблоко. Англичане – олд аппль, а в России плоды томата получили название помидоры. Очевидно, вывезенные из Америки плоды были золотистого цвета, и только позже, уже путем гибридизации, человек получил растения с ярко-красными крупными плодами. Впрочем, и в наши дни известно много сортов томатов с желтыми плодами. Плоские жернова и дробильные камни, находимые при археологических раскопках, свидетельствуют о широко развитой земледельческой культуре у всех древних американских племен, о получении ими мучнистых продуктов из кукурузы, маниока, батата. Может быть, тогда же или несколько позднее человек западного полушария узнал о большой питательности земляного ореха или арахиса, культура которого потом распространилась по всему земному шару. Начал культивировать ананасы за их вкусные соплодия, авокадо, груши авокадо, за ароматичную и нежную мякоть их плодов. Во всяком случае, древний человек западного полушария знал уже до 400 различных полезных растений, то есть только немного меньше, чем знал их Феофраст.
Следует при этом отметить, ни одной из выделываемых индейцами растений до заселения европейцами Америки не было известно ни в Азии, ни в Европе, ни в Африке. Но зато пшеница, рис, чай, кофе, финики, манго, арбузы, дыни и многие другие культуры восточного полушария не были известны индейцам. Выдающийся американский этнолог Морган указывает, что жители Америки, цитата, «занимались огородничеством на целый этнический период раньше, чем жители восточного полушария. Это было следствием различия природных богатств обоих полушарий. Восточное полушарие имело все годные для приручения животные, для исключением одного, вероятно, надо разуметь ламу, и большую часть хлебных злаков, тогда как западное имело только один годный хлебный злак, но зато самый лучший, то есть кукурузу. Окончание цитаты. Известно, что эпоха Возрождения явилась и эпохой великих географических открытий. В XV-XVI веках они оказали большое влияние на расселение полезных для человека растений. И так началось переселение растений через океаны и моря. Начался большой обмен растениями между западным и восточным полушариями, а также между Европой и Южной Африкой, и между Европой и вновь открытым континентом Новой Голландией, то есть Австралией. Многие растения человек использует для получения продуктов питания. Зерна пшеницы и ржи обмолачивают, мелят, и получается мука. Из нее человек научился выпекать хлеб. Различные сорта капусты, огурцы, помидоры, кабачки, тыква, патиссоны, свекла, морковь, перец, редис, картофель – это овощные культуры или овощи. Они стали незаменимыми продуктами питания. В них содержится много витаминов. Хлопчатник и лен – предельные растения. Из волокон хлопка и льна люди ткут ткани. Из них люди шьют одежду, которую носишь и ты. Все эти растения называются культурные растения. Таким образом, в переделке природы и свойств полезных растений человек произвел в последние несколько сот лет огромную работу. Развитие науки увеличило влияние человека на растения, увеличилось количество сортов культурных растений. Получением новых сортов растений и улучшением существующих занимается наука селекция. Особую роль сыграли труды Николая Ивановича Вавилова. Вавилов говорил: «Надо стоять на глобусе». Это выражение очень популярно и ныне в институте, который носит его имя – Всероссийский институт растениеводства имени Вавилова в Санкт-Петербурге. Сотрудники тоже пытаются стоять на глобусе. Они изучают генетические ресурсы, которыми обладают различные страны мира, и пытаются использовать весь этот материал с пользой для нашего сельского хозяйства. Для этого важно знать, где нужно собирать. Эта идея волновала Вавилова с первых его шагов в Московском сельскохозяйственном институте.
В 1913 году Вавилов выезжает на стажировку в Великобританию, в садоводческий институт, где работает под руководством Уильяма Бетсона. Он очень много времени проводит в Кембридже, в библиотеке Чарльза Дарвина, где знакомится с его книгами. Идея происхождения растений и культурных видов очень занимала Вавилова в то время. В XIX – начале XX века все ученые беспрекословно подчинялись мнению Альфонса ди Кандоля, который считал, что большинство культурных видов растений происходит из центров цивилизации человечества – Египет, Междуречье, Индия, Китай. Все эти центры находятся в долинах крупнейших рек, поэтому человеческим цивилизациям удобно развиваться в этих условиях. Он начинает формулировать первые положения теории центров происхождения культурных растений. Основываясь на данных, полученных Дарвином и теории ди Кандоля, Николай Иванович Вавилов выстраивает свою теорию, которая несколько отличается от предыдущих. Основная его работа была опубликована в 1926 году под названием «Центры происхождения культурных растений». В ней он сформулировал основные положения своей теории и выделил 8 центров происхождения культурных растений. В своей последней публикации в 1940 году «Учение о происхождении культурных растений» после Дарвина он возвращается к 7 центрам и дает расширенное трактование всех понятий. Важно, что по Вавилову эти центры происхождения культурных растений располагаются в различных регионах мира и находятся не на равнинных территориях, как у ди Кандоля, а в горах, где могут формироваться новые формы растений. Основа теории центров происхождения культурных растений формировалась у Вавилова во время его экспедиций. Вавилов принимал участие в более 180 экспедициях, как на территории Советского Союза, так и за рубежом. Основные экспедиции проходили с 1924 по 1933 года. В 1924 году Вавилов, будучи руководителем отдела прикладной ботаники, выезжает в свою первую экспедицию в Афганистан, который называет пеклом творения основных зерновых культур, в частности пшеницы. Затем Вавилов выезжает в экспедицию на восток, в азиатские регионы, западные районы Китая, Японию, Тайвань и Корею. В 1926 году Вавилов организует свою самую продолжительную экспедицию – Средиземноморскую. В это время он посещает южные страны Европейского континента, северные страны Африканского и некоторые страны Азиатского континента. За это время он побывал в Португалии, Испании, Франции, Италии, на Кипре, в Марокко, Алжире, Тунисе, Сирии и Эфиопии. Самой интересной для Вавилова целью в этой экспедиции была Эфиопия. В составе экспедиции он приезжает в Эфиопию и собирает уникальный материал. Некоторые собранные им виды в то время еще не были описаны. Так, например, не был описан один род эндемичных бобовых растений, который Вавилов привез из Эфиопии. Впоследствии ему было присвоено имя Николая Ивановича Вавилова, и он стал называться Вавиловия. В 1930-х годах Вавилов снова посещает Соединенные Штаты Америки, куда впервые приезжал в 1922 году. В 1933 году он объезжает большую часть южноамериканского континента, где собирает исключительную коллекцию картофеля и других видов, которые происходят с этого континента. В своей последней работе, датированной 1940 годом, Вавилов обозначает 7 центров происхождения культурных растений. Николай Иванович Вавилов выделил 7 основных центров или очагов происхождения культурных растений. В южноазиатском тропическом центре появились рис и огурец. В восточноазиатском центре появились яблоко и чай. В юго-западноазиатском центре появились пшеница и виноград. В Средиземноморском центре
появились капуста и маслина. В Абиссинском центре появились кофе и банан. В Центральноамериканском центре подсолнечник и кукуруза. В Южноамериканском или Андийском центре появились картофель и какао. Знания о центрах происхождения культурных растений имеют большое практическое значение для селекции. Место происхождения растения – это центр генетического разнообразия данной культуры, источник нового материала для селекции. Кроме того, знания об условиях произрастания, в которых возникла данная культура, исключительно важны для ее агротехники, то есть создания оптимальных условий для выращивания в других регионах. Используя новые методы, Иван Владимирович Мичурин вывел много сортов фруктовых растений. Примером одного из методов мичуринской гибридизации служит история выведения вишни «Краса с севера». В качестве одной из исходных форм Мичурин выбрал южную культуру – черешню белая Винклера. В период цветения была собрана ее пыльца. С цветков же местной вишни Владимирки он предварительно удалил пыльники, а оставшиеся пестики закрыл изолятором, чтобы на них не попала пыльца с других цветков. Затем Мичурин произвел скрещивание и снова закрыл цветки изолятором. В результате получились гибридные плоды. Когда они созрели, Мичурин посеял косточки плодов. Но случилось так, что из сеянцев гибрида уцелел только один. Когда на нем появились плоды, оказалось, что они воспроизводят признаки отца, черешни белая Винклера. Новый гибрид белая Морель, так назвал его Мичурин, надо было размножить. Из кроны гибрида белая Морель Мичурин срезал черенок. Затем из черенка был отделен глазок, кусочек коры с почкой. Этот глазок и был привит к сеянцу обыкновенной красной вишни. Глазок гибрида стал быстро развиваться и через несколько лет образовал пышную крону. Наступило время плодоношения. Сначала плоды были белые, но потом они стали розоветь. Ярко-розовая окраска плодов явилась результатом влияния подвоя красной вишни, которой был привит глазок гибрида. Красная вишня как бы воспитала гибрид белая Морель, передала ему часть своих свойств. Так возник новый сорт вишня «Краса севера». Работы селекционеров сейчас необходимы, так как все пригодные для выращивания растений земли освоены. В последующем для решения продовольственной проблемы необходимо знать, как правильно использовать посевные поля, как повысить урожайность растений, как вывести урожайные и высококалорийные сорта. Итак, ребята, давайте сделаем выводы. В новом каменном веке, неолите, за 6-5 тысяч лет до наших дней люди уже начинают разводить домашних животных, изготовлять керамические изделия, заниматься примитивным земледелием. Труд человека заставлял природу давать обильный урожай разводимых растений, что вместе с разводимыми животными обеспечивало жизнь человека. В переделке природы и свойств полезных растений человек произвел в последние несколько сот лет огромную работу. Развитие науки увеличило влияние человека на растения. Увеличилось количество сортов культурных растений. Получением новых сортов растений и улучшением существующих занимается наука селекция. По Вавилову центры происхождения культурных растений располагаются в различных регионах мира и находятся не на равнинных территориях, а в горах, где могут формироваться новые формы растений.
Работы селекционеров сейчас необходимы. Для решения продовольственной проблемы необходимо знать, как правильно использовать посевные поля, как повысить урожайность растений, как вывести урожайные и высококалорийные сорта. Ребята, обратите внимание на источники информации, которые были использованы при подготовке данного урока. Спасибо за внимание. До новых встреч!